Научно-практическая конференция– традиция, которой университет следует много лет. На факультетах планируется работа секций. На пленарном заседании были вынесены актуальные для Абхазии вопросы: долгожительство, энергетика, демография, государственное управление. Мы создали во всех институтах Академии наук базовые кафедры. Создали после этого Центр лингвистики и информационных технологий. И очень тесно сотрудничаем с Академией, потому что большинство аспирантов в этой Академии – это наши выпускники, которых мы готовим вместе. Благодаря труду Ларисы Ахуба, кандидата биологических наук, доцента АГУ, аудитория познакомилась ближе с маркерами долгожительства, с типами старения и поиском ключей благополучного старения. Маркеры долгожительства – это показатели, которые дают возможность оценить состояние организма, так называемый биологический возраст. У всех он разный, и определить его можно по разным факторам. Среди них различные типы анкетирования, рассказала ученый. Этот доклад является промежуточным таким итогом нашей многолетней работы на базе Института экспериментальной патологии и терапии совместно с кафедрой клинической биохимии и фармации. Цель этого исследования – выбрать тему показатели, те параметры, которые вместе в совокупности дают оценить тот самый биологический возраст. При этом мы сможем, возможно, в будущем модифицировать этот возраст, то есть влиять на продолжительность жизни, наблюдая за определенными показателями. Для этого существует специальная такая система, это индивидуальный паспорт долгожителя. В некоторых странах он уже есть, в некоторых регионах России он разрабатывается, и нам его предложили создать, когда был второй медицинский форум, и мы к этому идем. Сейчас нелегкая работа, не работа одного дня. На конференции рассказали о взаимодействии Абхазского государственного университета с партнерами на примере кафедры «Энергетические системы» агроинженерного факультета. Цель кафедры – подготовка высококвалифицированных кадров, способных обеспечить устойчивое развитие энергетической отрасли Абхазии. У нас хорошие контакты налажены с Северокавказской государственной академией в Черкесске. С 2024 года мы уже сделали 2 набора студентов, которые обучаются по сетевой форме обучения. 2 вуза совместно готовят специалистов, и на выходе, после окончания, наши студенты получат 2 диплома. Диплом Абхазского государственного университета и диплом Северокавказской государственной академии. А аспирант Даниил Козловский представил доклад на тему «Лингвистические и статистические маркеры идентификации текстов», созданные генеративными языковыми моделями. Он рассказал о том, что в последнее время наблюдается стремительный рост развития генеративных языковых моделей, например, ChatGPT 3.5, Llama. Многие школьники и студенты используют их для написания учебных работ. Особенно остро эта проблема, по словам Даниила Козловского, ощущается в академической и научной сфере, где их использование при подготовке научных текстов расценивается как форма мошенничества. Идентификация текстов, генерированных языковыми моделями, основана на обнаружении отклонений от естественных языковых закономерностей. Современные методы идентификации опираются на 2 фундаментальных принципа. Первый – лингвистическая неестественность. Искусственный интеллект не обладает глубинным пониманием контекста и семантики, что проявляется в структурных и содержательных ошибках. Второе – статистическая аномалия. Генеративные модели создают тексты на основе вероятностных распределений языковых единиц, что отличается от естественного человеческого письма. В рамках отчетной научно-практической конференции Министерство просвещения и Абхазский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили министр Хана Гунба и ректор АГУ Олег Угварамия. Цель – определение основных направлений и форм сотрудничества в области научно-исследовательских работ, совместных программ, проектов, обмена практическим опытом и знаниями, совершенствование нормативной правовой базы в сфере образования и повышения квалификации кадров, а также координация деятельности сторон.
Конференция будет проходить по 31 марта. В ее рамках заслушают 370 научных докладов. Конференция будет проходить по 31 марта. В ее рамках заслушают 370 научных докладов. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Ризван Бигвава, Радак Бинжия, Абхазское телевидение.